Далекий 1918 год. На территории Чувашии создаются 3 уездных военных комиссариата с подчинением комиссару по военным делам Казанской губернии. Образованы Цивильский, Ядринский, Чебоксарский, Марпасадский и Бересинский, Батыревский военные комиссариаты. 2018 год ознаменован 100-летием со дня создания военных отделов. То есть мы готовим достойных защитников Родины благодаря вам вместе. Если эту работу будем дальше продолжать, работа у нас будет еще на ура. В 1935 году Цивильский район был передан из сферы обслуживания Канашского РВК на обслуживание областного военкомата. Канашскому передали Шихазанский и Янтиковский районы. И сегодня военный комиссариат по городу Канашу, Канашскому и Янтиковскому районам отмечает свое 90-летие. Уважаемые ветераны военного комиссариата, нынешний коллектив, от всей души поздравляю вас с праздником 90-летием военного комиссариата. Хотелось бы слова благодарности сказать также организациям, предприятиям, общественным организациям, которые нас поддерживают, главам администрации городов и районов, главам муниципальных образований, депутатскому корпусу. Всех благ, счастья, здоровья. Очень-очень рад. Спасибо. История становления большая, и цель была великая – создать войско для защиты Родины. Хотел бы поздравить от имени командования военного комиссариата Чувашской республики, от всего личного состава военного комиссариата города Канаш, Канашского и Янтикского районов с их замечательным юбилеем, 90-летием. Пожелать всему личному составу, ветеранам военного комиссариата дальнейших успехов боевой подготовки, успехов во всех начинаниях, в работе, ну и личного, семейного счастья, здоровья, благополучия. Ну, я дал участие в боевых действиях, как и сейчас ныне проживающих на территории республики более 4000 человек. Я выполнял долг Республики Афганистан в 86-88 годах. За 90 лет комиссаров было несколько. Один из них – Александр Забудский. Ну, военный комиссариат в те времена, там была специфика нашей работы в том, что как раз в этот период у нас, как вы знаете, была и Чеченская война первая, Чеченская война вторая. Поэтому в первую очередь это призыв ребят на военную службу. Родители очень здорово переживали, куда их дети попадут. Там даже был период такой, когда берлинскую бригаду расформировали, там были отборные наши ребята, пошли, как сейчас помню, 10 человек было в один призыв. И вот эти ребята после расформированной берлинской бригады, их сразу же бросили именно в горнило именно Чеченской войны. Поэтому в один из периодов вот этих событий, я помню тот кабинет военного комиссара на втором этаже, он там никогда там не вмещал больше 15 человек. А здесь вот пришло, конечно, там порядка 40 родителей, все встали, задавали вопросы. Было тяжело. И время было тогда тяжелое. Мы помним и ГКЧП номер 1, и ГКЧП номер 2. Все трудности были. Но тем не менее, в те времена, я сейчас вспоминаю, что военный комиссариат, ну как и в нынешние времена, конечно, всегда был на хорошем счету командования военного комиссариата Чувашской республики, командования округа. Мы, помню, занимали призовые места и по работе с молодежью, и по вопросам подготовки проведения мобилизационных мероприятий. Задание, конечно, на призыв на военную службу в те времена было и людей-то побольше. Еще демографический спад не наступил, поэтому для нас еще было что дополнительная нагрузка, то, что республиканский сборный пункт, там не было сначала отдельной администрации, и все это дело было возложено на нас. Не только в плане содержания зданий, сооружений на коммуникациях, но и в плане того, что военный комиссариат в случае неполного комплектования команд, особенно эшелонных команд, он всегда обязан был в любое время суток представить ребят для укомплектования этих эшелонных команд. Поэтому работали совместно с властями, с горосполкомом канашским, с райисполкомом канашским, ну, совместно с милицией, привлекали, конечно, соответственно, и офицеров, гражданский персонал, офицеров запаса, населения. Задачи справлялись.
Сегодня лучшие из лучших удостоились высоких наград. Военный комиссариат осуществляет миссию патриотического воспитания молодежи. Тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, социальной сферой, средствами массовых информаций. Спокойствие страны, стабильность и благополучие в руках сильной армии. Великая Россия гордится сынами Отечества. Олеся Григорьева, Павел Павлов, Военный комиссариат. Thank you.